Зрение – одно из важных чувств восприятия. Без него многие не могут представить реальность. Но ведь есть люди, которые познают этот мир иначе. Я пришла в Уфимскую коррекционную школу-интернат номер 28 для слепых и слабовидящих обучающихся. Книги для слабовидящих выглядят вот так. И это не «Война и мир» в 3 томах. Дело в том, что есть специальный алфавит, который нужно читать не глазами, а руками. Надя, 10-классница, она всерьез увлекается журналистикой, очень веселая и классная, и сейчас она нас научит читать по Брайлю. Надь, расскажи, пожалуйста, вот что за шишечки вот тут такие у нас? Это не просто шишечки, это шрифт Брайля. Я сейчас попробую прочитать. Так, кажется, вверх ногами. Да, тут вот у нас указаны авторы: Арсеньев, Данилов и еще разные товарищи. И это у нас история России за 8 класс. Также у нас немного отличается способ написания некоторой информации. Например, перед цифрой у нас всегда ставится так называемый цифровой знак. Вот он. Вот у нас в алфавите 33 буквы, а у вас они такие же? Да, у нас тоже 33 буквы, ничего необычного, ничего нового, но написание другое. Также относительно недавно, где-то в 90-х, 2000-х годах прошлого века у нас уже появились ноты по Брайлю. Да-да, в советское время нот не было. И даже известный в нашей республике композитор Салават Низаметдинов был вынужден сам придумывать символы, с помощью которых записывал свою музыку. Да, у нас специальная бумага, можете даже потрогать, заметить, что она плотнее обычной. Это делается для того, чтобы точки были вот так вот более-менее аккуратно, более-менее нормально. Также используется специальное металлическое приспособление – прибор. В прибор помещается лист, обычный лист брайлевской тетради, которая тоже сделана из этой плотной бумаги, и на нем, на листе, делаются дырочки, точки специальным тоже приспособлением, грифелем. Брайлевский шрифт, он такой прикольный. Да, необычный. Кстати, в нем есть, лично для меня есть в этом преимущество, потому что, так как я занимаюсь творчеством, никто не может прочитать мои сценарии, рассказы и стихотворения. А это белая трость, настоящий помощник на улице. С помощью нее ребята ориентируются в пространстве. Рамзан тоже ученик этой школы. Он обожает джаз, участвует во всевозможных музыкальных конкурсах. Он за любой движ и знает, как ориентироваться в пространстве особым способом. Рамзан, скажи, пожалуйста, зачем нужно постоянно двигать тростью? Без этого никак. Потому что, когда вы идете по улице или к подъезду, нужно найти какой-то ориентир, допустим, бордюр. Скажи, пожалуйста, можно ли пользоваться тростью в помещениях? Да, можно. Желательно держать ее перед собой, чтобы не сбить человека. Например, если вы пришли в театр, нужно найти ориентир, ну, допустим, стулья, и по ним вот так пройтись. Спорт тоже никто не отменял, но уверена, что многие даже и не слышали о таких его видах. А это Эмиль и Рустем. Они любят заниматься спортом, в совершенстве знают правила шоу-дауна. Ребята, расскажите, пожалуйста, про особенности этого вида спорта. Он особенный, потому что там внутри мячика специальные такие кругляшки, чтобы он шумел. Это тот вид спорта, который развивает координацию и реакцию. Расскажите, пожалуйста, про ваш спортивный инвентарь. Спортивный инвентарь у нас есть очки специальные, перчатка и лопатка деревянная. Очки нужны для того, чтобы ты не мог смотреть и чтобы ты играл только на слух. Перчатка защищает твои руки, а с помощью лопатки подаем, ловим мяч. Игра очень похожа на аэрохоккей. Правила те же? Нет, они не те же. Ну, когда вылетает мячик от, например, соперника, ему, другому сопернику очко. А если от меня же, то ему очко.
Если задеваешь сетку ненароком, то дается сопернику очко. Вот такая интересная экскурсия по школе у нас получилась. Теперь вы знаете, что обычные вещи могут быть необычными. Самира Рамова, Татьяна Никитина, специально для Горы новостей.